Долго. Долго. Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Сегодня пятница, 12 часов дня, и мы с вами встречаемся в прямом эфире. Сегодня наш гость, уже известный вам человек, Эльдин Колчакеев, консультант городского управления здравоохранения. Если в прошлый раз мы говорили в целом о доступе к медицинскому обслуживанию, то сегодня мы сузили тему и говорим на очень важную тему вакцинации. Здравствуйте. Здравствуйте. И такой самый первый вопрос. Сами-то вы вакцинировались? Дело в том, что недавно только переболел, у меня ПЦР положительный был, и пока высокий титр. То есть при высоком титре вакцинироваться не надо? Нет, при высоком пока не надо. Но сейчас много исследований происходит о том, что якобы не нужно на это обращать внимание, но на самом деле все-таки, я думаю, как эпидемиолог нужно обращать, потому что высокий титр антител – это говорит о наличии антител к этому заболеванию. Высокий титр – это какой? Это выше 10. То есть при выше 10 вакцинироваться не нужно? Ну, как бы не рекомендуется. Не то, что не рекомендуется, как бы. Можно пока… Высокий титр, пока можно подождать. Как только он опустится ниже 10? Как ниже опустится, тогда, конечно же, прямое показание нужно вакцинироваться. Дело в том, что мы, редакция «Кактус Медиа» недавно сдавали ИФА-тест. Да. И определяли. Например, я болела в ноябре, у меня до сих пор титр еще выше 10. А у моей коллеги титр 6. Но ее лечащий врач сказала, что не нужно, иначе может наложиться и, наоборот, вызвать слишком резкую реакцию. Что думает по этому поводу ВОЗ? Ну, смотрите, ВОЗ вообще рекомендует вакцинацию в любом случае. Да? Вакцинация – это самый лучший способ обезопасить население от возникновения и распространения и дальнейшей передачи инфекции. Это прям научно доказанный факт, потому что у нас уже в истории было несколько таких эпизодов, да, когда человечество с помощью вакцин победило довольно-таки опасные заболевания. То же самое это оспа, полиомиелит, да, краснуха, корь, столбняк в том числе. Да, то есть эти вакцины, то есть у нас есть, знаете, как у нас есть обязательный календарь прививок, да, и есть рекомендуемый. Да, так вот, коронавирусная инфекция пока входит в рекомендованную. Да? А обязательно это то, что я вот сейчас перечислил вам, да, эти заболевания, да, то есть это у всех у нас есть такие пара точечек, такая слева, справа, да. Это те вакцины, которые мы получаем в детстве, да, согласно календарю, разработанному Центром иммунопрофилактики. Всю нашу деятельность по вакцинации как раз таки контролирует этот орган. И вот эти обязательные прививки, они по сути помогли нам выжить в нашем таком сложном мире, потому что мы как дети, да, можем там где-то порезаться, можем босиком побегать, да, и там столбняк можно заработать очень быстро, да. А вакцины эти помогли нам, вернее, уже победить эти недуги, да. Сегодня у нас в стране практически нет регистрации данных случаев, да, и вряд ли уже появится, потому что вирус оспы мы уже победили официально, полиомиелит мы тоже уже победили, но осталось только в некоторых странах, таких, которые не воспринимают вакцинацию в силу различных там религиозных убеждений, псевдонаучных фактов, да, которые вводят в заблуждение людей. То есть эти, так скажем так, псевдоученые, да, различными способами пытаются сейчас очернить на самом деле достижения всего человечества. Что касается коронавирусной инфекции, да, она входит в список рекомендованных вакцин, да, то есть так же, как и вирус гриппа. Да. Дело в том, что эти вакцины, они очень помогают людям в плане того, что вы точно не попадете в реанимацию, да, простыми словами, если так сказать. Любая вакцина – это ослабленный или убитый микроорганизм, да, агент, который вводится человеку и провоцирует вот такое. То есть заболеть вы можете? Абсолютно верно. Но болеть будете легко. Да, даже если заболеете, болеть будете легко. Даже если вы заболеете, то есть большая вероятность, что вы просто не будете иметь тяжелой формы. Вот так.
ну, риск... Риск, конечно же, присутствует, несомненно, потому что это инфекция. Просто... Ну вот смотрите, оспа и грипп и коронавирус – это все-таки принципиально разные болезни, потому что штаммы как гриппа, так и коронавируса мутируют. И ученые, там, что касается гриппа, предсказывают, какой будет штамм, и под него подстраиваются. С коронавирусом также будет, да? Мы будем раз в год вынуждены вакцинироваться. Ну, смотрите, да, вирус гриппа, да, он тоже вакцинируется раз в год обычно, да, но и с коронавирусом тоже будет происходить то же самое, в принципе, потому что на данный момент уже известно несколько штаммов мутации вируса, коронавируса, да, то есть поэтому вакцина это будет оставаться как бы для тех людей, которые очень боятся коронавирусной инфекции и особенно развития тяжелых форм. Ну, то есть для людей, находящихся в группе риска? Особенно в группе риска, потому что на данный момент, если вы помните, первая партия вакцин у нас была как раз-таки направлена не на общее население, она была направлена только на группу риска. То есть это медицинские работники, несомненно, которые очень часто контактируют с больными, работники сферы образования, работники силовых структур. Да, то есть это была категория вот, наиболее важна для государства в плане первичной профилактики. Ну вот смотрите, вы сказали, что вакцина от коронавируса это просто рекомендованная, да, прививка. Тем не менее, нам уже сегодня жалуются люди, что им намекают, что они не будут допущены к работе. Мы вот официальных никаких документов на это по этому поводу нет. Потом на заседании Кабмина, да, обсуждалось о том, что чиновников заставят сделать прививку, ну или они должны будут увольняться. Вот вообще как к этому относится, опять же, ВОЗ? Ну, смотрите, здесь, конечно же, присутствует некий элемент дискриминации, но это, проще сказать, это во имя добра, скажем так, делается. Потому что, естественно, если завалится какой-либо институт власти, да, то это будет очень нехорошая ситуация. Поэтому государство требует от своих чиновников вакцинироваться, потому что они пытаются обезопасить своих сотрудников. Потому что если будет 90% сотрудников, скажем, одной организации вакцинированы, и несколько человек категорически откажутся вакцинироваться, ну, там бывают различные показания, да, то, конечно же, эти люди будут представлять собой уже некую опасность для остального коллектива. Поэтому, конечно, здесь логика присутствует. Ну, смотрите, если я вакцинирована, а другой человек нет, то он может заболеть, но при этом я-то защищена. Мы же с вами до этого только недавно говорили, что ну, а вы какая тоже... разница? Так я в магазине также могу заразиться. Что вы тоже можете инфицироваться, но у вас будет протекать в более легкой форме, понимаете, здесь. Но все равно вы вынуждены будете тогда болеть дома, потому что вы будете все равно источником. Если прививка от гриппа или от оспы, это хорошо проверенные вакцины, которые прошли все этапы временные, то здесь короткие сроки было создано. И люди боятся, что наоборот вакцина ударит по их здоровью в краткосрочной или в долгосрочной перспективе. Вот, да, как вы можете развеять эти страхи? Ну, смотрите, да, люди боятся, конечно же, очень многого. Но здесь, как мы уже говорили, что ВОЗ уже рекомендует, а ВОЗ это очень серьезная такая организация, которая занимается многочисленными исследованиями, да, в том числе и исследования по развитию производства вакцин коронавирусной инфекции, да, против коронавирусной инфекции. И если посмотреть историю, да, то большинство этих вакцин, которые на сегодняшний день присутствуют на рынке, да, они, в принципе, были разработаны уже в декабре. То есть там бывает несколько этапов клинических исследований, да, когда сначала вакцина только изучается, потом тестируется там, на животных, потом тестируется на определенной группе людей. То есть все клинические испытания, эти вакцины прошли, но это не говорит о том, что клинические испытания уже прекращены. Нет, они продолжаются и по сей день, потому что до сих пор пока нет данных по беременным, нет пока данных четких по лицам младше 18 лет. То есть эти исследования продолжаются. Но в целом они уже признаны безопасными, как очень эффективный инструмент предотвращения
коронавирусной инфекции. То есть означает ли это, что беременным женщинам и людям младше 18 лет Это пока еще лучше подождите. воздержаться от вакцинации? Я не хочу говорить, что нужно воздержаться, но исследования пока идут в этой группе. То есть, Они детям продолжаются. пока не делают. Да, детям пока не делают. Почему? Именно потому что они мало болеют? Нет. Или Ну, потому смотрите. что не Во-первых- проведена... Во-первых, у детей, конечно же, очень сильная иммунная система. Она может реагировать буквально очень быстро на все заболевания, и ребенок, как правило, легче переносит какое-либо из заболеваний. Потому что у него включается в работу вилочковая железа, которая у нас, к сожалению, впоследствии уже атрофируется немного. И вот у детей это В такая... каком возрасте она? Она где-то уже в подростковом возрасте. Дети, мы где-то. про что говорим? До Дети, 12 лет, до 18? До подросткового периода, вилочковая железа. То есть у каждого по-разному? Нет, у каждого человека эта железа, она тренирует организм. Я понимаю, отключается у каждого Отключается по-разному? по-разному. Но большинство это уже где-то в 20-летнем возрасте уже. Потому кстати, что все инфекции уже изучены, получается, организм изучил, он познакомился с той инфекцией, с этой. Да, он ее уже знает и уже умеет вырабатывать антитела. Да. Вот у меня, кстати, ничем не подкрепленное ощущение, что сейчас дети стали болеть больше коронавирусом. Нет? Это и вот статистика есть? Нет, статистики пока как таковой я не владею, но, насколько я знаю, нет, пока все-таки болеет молодое население. Как молодое? В смысле, взрослое, молодое, да, до 45 лет, да, потому что они ведут наиболее активный образ жизни, они часто перемещаются, пока так идет. А процент вакцинированных у нас крайне низок. У нас очень низкий процент вакцинированных. У нас первой дозой вакцинировались 1,5% по официальным данным. И второй дозы, которую получили уже полноценные, можно считать полноценно вакцинированными, Две дозы. Составляет всего 1,1%. Это вот официально. Вот на самом деле все эти наши разговоры в настоящий момент бессмысленны, потому что у нас же только одна вакцина, «Спутник», и то ее делают официально не всем. Да. Ну, смотрите, здесь... Давайте, кому можно, где можно, расскажите об этом. Смотрите, здесь у нас было несколько возможностей приобрести различные вакцины. Ну, конечно же, решения принимаем не мы с вами, да, принимают там в правительстве, в Министерстве здравоохранения, да. Они исходят из своих параметров, из ценообразования и возможностей транспортировки и условий хранения. Да. То есть на данный момент вот, Министерство здравоохранения наше посчитало, что наиболее оптимальным у нас является вот как раз таки «Спутник» российского производства и китайская вакцина, это «Синофарм». Да. То есть на самом деле это так, потому что они наименее затратны в транспортировке, наименее затратны именно в хранении, потому что для вакцин требуется содержание определенного температурного режима. И, то есть если уборщица не выдернет шнур, то они не испортятся. Да, то они не успеют испортиться, скажем так. Да. Вот как раз вы так как бы подкололи, скажем так. Конечно же, такой случай был, к сожалению, и к нашему всеобщему сожалению, потому что такого просто быть не должно было, и пропало несколько сот доз вакцин, конечно, которые мы добились с трудом. А обе эти вакцины признает ВОЗ? Вакцины сейчас пока в реестр вакцин, которые можно применять в чрезвычайных ситуациях, вошел только «Синофарм» пока. Из этих вакцин. Означает ли это, что мы не сможем выезжать за рубеж, если вакцинируемся «Спутником»? Да, конечно, несомненно. В Евросоюз вы уже точно не заедете, потому что у вас будет вакцина «Спутник», потому что она пока не признана. А что делается для того, чтобы она... Или это не мы должны делать, это должна делать Россия? Это делаем не мы, это должна делать страна-производитель, это не наша проблема. Ага, то есть с точки зрения людей, которые собираются выезжать, да. И с точки зрения путешественников... Да, здесь, конечно же, «Синофарм». «Синофарм» можно делать. Да, потому что «Синофарм» он уже вошел, и как бы здесь спокойно можно пересекать любые границы. А с точки зрения действия, вы считаете, что разницы нет? Ну, смотрите, там немножко разные подходы в моделировании этой вакцины были, да, и «Синофарм» это была одна из первых вакцин. На самом деле у меня очень высокое доверие к этой вакцине, потому что все-таки инфекция первоначально зарождалась. У вас высокое доверие? У меня высокое. Ну, я как бы не хочу там кого-то принижать, но на самом деле как бы инфекция зарождалась там, и, наверное, все-таки у группы ученых из Китая все-таки опыта будет побольше.
Поэтому здесь, конечно же, мне такое высокое доверие к этой вакцине. Более того, она вошла уже в список ВОЗ. Понятно. А какие еще вакцины у нас могут появиться в ближайшее время? У нас пока никаких. У нас вот сейчас, насколько мне известно, сейчас производится вакцинация спутником по всей территории страны. По всей территории страны? Да, по всей территории страны. Давайте все-таки вот расскажем в Бишкеке, кто может привиться. Вот спутник давайте. есть, сколько доз у нас есть и кто может привиться. Могу ли я вот прийти? Конечно. Человек, не достигший 65 Конечно. лет. Давайте. Все это на самом деле сейчас очень легко делается. Вакцины у нас в достаточном количестве имеются, и сделать вы это можете очень легко. Например, воспользоваться цифровыми инструментами, то есть, которые уже были разработаны, применяются Министерством здравоохранения. Это сайт, на который вы можете зайти и зарегистрироваться. То есть я могу сказать, что это vc.emed.gov.kg. Заходите на этот сайт. Так, еще раз, как он называется? VC. VC. Хорошо было бы иметь. vc.med.gov.kg. Понятно, мы напишем вам Да, в пожалуйста. комментариях. То есть это сайт специально разработан для электронной очереди, для желающих людей, которые хотят вакцинироваться. Да? То есть вы заходите на этот сайт, там есть несколько разделов, есть имя, фамилия, имя, область проживания и город проживания, естественно, район, в котором вы находитесь. Вот только в эти данные вносите, и все, вам уже выносит этот список поликлиник, в которых вы можете пройти вакцинацию, ближайшую к вашему дому. То есть сейчас на данный момент вакцинацию производят... На основании моего, ваших данных. моего места проживания. Да. Не прописки, не надо прописку. Нет, Просто нет, где я нет, живу. Нет, где живете? Я Никто живу там, проверять не допустим, в районе Джалу. Пожалуйста, вторая Ну, поликлиника. вот так Тагула 90, Да. условно говоря, Да. это адрес нашего офиса. Пожалуйста, вот там первая поликлиника, третья поликлиника. То есть и там он уже подстраивается под вас, под ваше место. Там будет только адрес или меня и время тоже У вас укажет? будет время, и более того, у вас появится еще и QR-код, который вы можете потом скопировать и прийти с этим QR-кодом и показать, сказать, что вот у меня очередь там 15:45. И всем бабушкам сказать, Ну, как бы, знаете, представляете, здесь, да? да, здесь Я это пришла. сложный вопрос. Я пришла с QR-кодом, а там сидят бабушки. Да, это очень сложно. Я понимаю, что наше общество, конечно, бабушку пропустит вперед всегда, но И здесь бабушка скажет все, пойдет, что да. думает обо мне и моем Да, QR-коде. Да, абсолютно верно. От этого мы не застрахованы. И более того, там То есть- будет не одна бабушка, там, Да, скорее то всего, есть будет есть много две бабушек. параллельные очереди. Одна живая, Да, а одна вот эта цивилизованная. электронная, да? Электронная. И как они уживаются, никто не контролирует. Как они уживаются, уже там будет исходить от людей, которые стоят в этой очереди. Но по вашим вот каким-то таким все Ну, обходится без жертв. Ну, конечно, без жертв. Ну, понимаете, я как бы молодой, да, ну я, конечно, пропущу эту бабушку. Ну, что я там не умру поставить. Потому что у нее болят ноги, у нее давление скачет, конечно, я пропущу. Но для меня, естественно, это вызывает некие неудобства. У меня есть 15 минут, я хочу Да, быстренько вот заехать, бабушка-то на очень пенсии, а я-то на да. работе, я вот выскочила. Да. Но Ну, воевать понятно. с бабушками, это вы сами Но, знаете. тем не менее, это важно. Ага, есть такая возможность зарегистрироваться в электронной очереди. Будьте Записаться, готовы к тому, да, чтобы прийти к определенному времени, будьте готовы к тому, что сидящие в живой очереди вас не пропустят, но все-таки приблизительное время у вас будет. Хорошо, я прошла вот эту вакцинацию. Прошли вакцинацию. Я бы хотел бы Получила. сейчас перечислить сейчас сразу же. Это Давайте, первая, перечислим. вторая, третья, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая поликлиника. Еще раз, медленнее. Первая, вторая, очень легко. Первая, вторая, третья, пятая, шестая, седьмая, восьмая поликлиники города Бишкек. А на самом деле подробная информация есть на сайте Кактус Медиа, какие с телефонами, адресами, есть как в регионах, так и в Бишкеке. Поэтому, если вы не запомнили, вы можете открыть наш сайт, там будет эта информация. Хорошо. Но официально считается, что спутник делают только людям старше 65 лет. А мне еще нет 65 лет. Ну, это только рекомендация, и все. Если вам нет 65 лет, вы спокойно принесете эту вакцину. Нет. Что мне не будут делать. Что они будут делать? Нет, делают. сейчас ожидается тоже поступление партии китайской То есть любой вакцины, желающий да, может любой получить желающий может спутник? получить.
Да? Без у нас всяких... нет ограничений, у нас нет даже... Сейчас уже можно всем Да, делать. более того, даже мы идем на наше государство, как бы демократичное же государство, более того, мы идем даже навстречу и нашим иностранным партнерам, то есть если даже иностранцы приезжают и хотят здесь получить у нас вакцину, мы тоже ее осуществляем. То есть не нужно гражданство Кыргызстана, не нужно ждать 65 Нет, лет? не нужно. Если все же есть какие-то определенные люди, которые хотят сделать, ну, я думаю, что их очень мало, но вдруг они есть, которые хотят сделать вакцину, привить своего несовершеннолетнего ребенка. Ну, здесь, понимаете, здесь они берут все... Всю ответственность на себя, да? Но вакцину сделают ребенку? Вакцину, конечно, сделают. А что нужно для того, чтобы получить вакцину? Ничего, вы берете с собой паспорт, идете в поликлинику, проходите эту очередь, по месту жительства. Да. То есть... Даже в любой поликлинике. Просто по сути вы можете в любую поликлинику зайти, и вы автоматически попадете в эту базу. Просто для вашего удобства предлагается несколько вариантов ближайших поликлиник. А так, если вы живете здесь, вы можете поехать в 6-ю, допустим, я хочу 6-й брать, и вам там сделают. То есть никто не будет измерять мне температуру? Нет, конечно же, будет измерять, это все естественно. Пока у вас вся эта процедура вакцинации у вас займет около 15-20 минут. Температуру измерить? Да, вот как должна 20 пройти в идеале процедура? То есть мне должны измерить температуру? Измерять температуру, посмотрят давление ваше, опросят ваши заболевания, наличие хронических заболеваний, аллергических реакций. Какие хронические заболевания являются противопоказаниями? Это я сейчас говорю, это пока идет на стадии исследования вот этих хронических Никакие заболеваний. не являются? Нет, пока это все исследуется. То есть ни диабет первой степени, ни... Нет, диабет здесь не может уже повлиять, потому что, смотрите, это же, как мы уже говорили, это моделирует развитие такого заболевания. То есть, когда вакцину ввели, то вам просто наши клетки антитела, да, они подстраиваются, они их узнают и начинают думать, что это вот как раз таки коронавирусная инфекция. Получается, все они устремляются уничтожить вот этот антиген, который поступил. И вот они поступают, уничтожают, часть умирает, часть там, помогает другим, потом часть это все продавливает. То есть это, именно это настолько такая сложная система. Если буквально просто объяснить на словах, это просто вот армия солдат, которая устремляется к противнику, уничтожает, погибает, потом заходят другие солдаты, которые это все расчищают, это поле. И более того, самое главное, остаются так называемые клетки памяти. Клетки памяти, они это все запоминают, что есть такой агент, которого нужно уничтожать в первую очередь. Поэтому, соответственно, второй раз, когда вы, не дай бог, заинфицируетесь, иммунный ответ у вас работает быстрее, чем, допустим, у человека, который не вакцинирован, который не знаком с этой инфекцией. Да, абсолютно верно. То есть у вас вот это время сокращается. И более того, организм уже знает это все. Поэтому... Итак, мне должны измерить температуру, мне должны измерить давление, мне должны задать вопросы про аллергические реакции возможные. Если я не знаю, то есть такой бытовой нету, а на лекарства я не знаю. В любом случае вам тогда в любом случае вам сделают тогда вакцину поставят, но у вас будет еще наблюдать некоторое время. Все пациенты, которые наблюдать приходят, в коридоре, да, будете сидеть, просто вас будет наблюдать еще какое-то около 15-20 минут, будут за вами смотреть. Если у вас нет никаких реакций, то вас отпустят домой. Хронических заболеваний, да? Если какие-то хронические заболевания у меня есть, мне тоже сделают, но тоже будут наблюдать. Да, тоже наблюдать. В любом случае. Никакой справки о перенесенном ранее коронавирусе или не перенесенном и наличии антител, ничего не надо. Никого это не будет интересно. Нет, потому если я при своих, допустим, условно говоря, 14 вдруг решила сделать. Но ничего страшного тоже не будет, потому что здесь это позволяется. Просто есть уже исследования некоторых вот российских эпидемиологов о том, что наличие повышенного уровня антител не является противопоказанием. То есть такие можно тоже исследования есть. Да. Так, хорошо. Вот мне сделали. Да? Сюда делали? Правильно я показываю? Мне сделали вакцину. И что мне должны дать? Что-то должны дать? Вам дадут тогда сертификат такой, справочку о том, что вы прошли эту вакцину. Более того, вы попадете в эту базу данных, и вот этот QR-код, который у вас будет, вы можете спокойно потом отслеживать. Так, в которой будет написано, когда я должна прийти второй раз? Вы будете, да, прийти. Обычно это происходит на 21-28 день, поэтому заранее вам это все будет уже сообщено. И вот я пришла второй раз, прошла вакцинацию. Да. Все, я считаюсь вакцинированной. Вы полностью вакцинированы, считаете, прошли два этапа. Да, и теперь, допустим,
я собираюсь в Турцию, где нужно либо отрицательный ПЦР, либо паспорт вакцинации. У вас будет это в телефоне, покажете. QR-код? QR-код, да. Он считается, вы думаете? Считается. А турагенты говорят вам, нет. Нет, вам еще более того будет дан паспорт такой, так На русском называемый, языке. На русском языке, да. Ну, вы его должны Турции будете перевести, да. Читать. Да. И скажут. Да, ну паспорт такой То есть я дается. так понимаю, что все-таки у нас еще нет нормального паспорта. Нет, он уже есть, почему нельзя сказать, что он неверный. Это очень большое достижение. Паспорт это тоже будет вот эта бумажка? Паспорт будет такая бумажка, в которой будет прописаны все ваши данные, где вы, когда получили эту прививку. С этой паспортом вы можете уже куда угодно ехать. Думаете? И более того, у вас еще будет QR-код тоже. То есть, если у вас будут проблемы, будете звонить Эльдину и говорить, а что меня с этим паспортом не пускают? Ну да. Напоминаю, что мы с вами говорим о вакцинации от ковида с Эльдином Колчакеевым, консультантом городского управления здравоохранения. Спасибо. Значит, смотрите, если, вот опять же, у нас сейчас ходят разные штаммы. Говорят, индийского еще нет. Опять же, есть уверенность в этом, что у нас пока нет индийского? Откуда мы знаем, есть он или нет? Ну, смотрите, здесь мы на данный момент можем только предполагать на самом деле, потому что у нас нет таких лабораторий, которые будут определять эти штаммы. Поэтому все эти исследования обычно отправляются в Россию. Да? Там все-таки база лучше, Новосибирск, да, у них база лучше, там, и они это определяют быстрее. Но как по нашим вот наблюдениям, да, скорее всего, все-таки дельта-штамм уже здесь, потому что тяжелые формы тоже они присутствуют, и поэтому ничему нельзя удивляться. То есть пока мы определяем на глаз, вот просто по симптомам вроде бы не похож на индийский. У нас пока так, к сожалению, у нас нет таких лабораторий. Чем индийский вообще страшен, чем он отличается? Он более быстр в передаче, как бы, и развитие тяжелых осложнений тоже присутствует. Защитят ли вот эти вакцины? Конечно, эти вакцины защитят. От любого штамма? Сейчас понять, нет смысла делать вакцину от одного штамма. Тогда бы она оказалась абсолютно бесполезной. Допустим, если на примере вируса гриппа, если мы сделаем одну вакцину от группы А, да, то есть придет группа Б, С, Д, мы же не знаем, какая из них придет, то, конечно, эти вакцины были бы абсолютно бесполезны. Да, потому что ни один эпидемиолог, ни один иммунолог не сможет никогда предсказать, какой штамм будет у нас. Поэтому, как правило, эти вакцины называются поливакцины, то есть они охватывают несколько штаммов этих, они берут геном этих вирусов, выделяют его, и вот как раз таки этот геном выводится в организм. Получается, вакцина у нас поливакцина. И в последующий год, последующий год, конечно, это уже от вас зависит. Он тоже заканчивается же, да? Он заканчивается, конечно, он закончится. Это, понимаете, есть такое, как иммунитет постоянный, да, и иммунитет временный, да, так скажем. То есть вот постоянный иммунитет это у нас развивается как раз-таки допустим, на ветрянку, да, то есть мы переболели пожизненный, стойкий иммунитет он называется. Да, на оспу, на ветрянку, вот этот вот БЦЖ, который нам делают. БЦЖ не стойпер. Не стой? Не стойпер, нет. Ветрянка, допустим. Да, поскольку это инфекционная, да. Ветрянку. Мы переболели с ней один раз, и все. Больше мы эту ветрянку никогда в жизни не заболеем. Более того, там американские ученые, они специально, оказывается, ходят детей, инфицируют этой ветрянкой, потому что в детском периоде она более легче переносится, да. Что во взрослом там очень тяжелое течение. И вот, вырабатывается пожизненно стойкий иммунитет к этому заболеванию. Мы почти никогда не заболеем. В случае с коронавирусной инфекцией таких данных нет. То есть иммунитет здесь не стойкий, он будет зависеть только от индивидуальных особенностей организма, и, как правило, это будет длиться около 6-7 месяцев. Все. После чего, конечно же, у нас эти тела пойдут опять вниз. Но, опять же, возвращаемся к тем клеткам памяти, да, которые у нас будут циркулировать постоянно в организме. То есть, если вы уже однажды познакомились с этой инфекцией, то, естественно, ответ у вас все равно будет быстрее, чем у человека, который не знаком с изолировался от всего, да, и держит себя в стерильных условиях. Как у каждой прививки, у нее могут быть осложнения. Абсолютно верно. И реакция. Абсолютно. Вот давайте вы нам сначала расскажете о естественной реакции, то есть чего не стоит бояться, если у вас это проявилось.
Ну, смотрите, здесь, значит, бывают местные реакции, да, и генерализованные реакции. Вот местная реакция, вот, она отличается таким покраснением, Место укола. каким-то местным уколом, да, покраснением, там, отечностью небольшой, да, то есть это временные все явления, это все пройдет, бояться этого не стоит. А генерализованная реакция, это вот как раз-таки она может спровоцировать подобие развития коронавирусной симптоматики коронавирусной инфекции. То есть здесь тогда вы будете наблюдать уже классическую симптоматику коронавирусной инфекции, будет повышение температуры, будет некая одышка, кашель, но это тоже все обратимые процессы, то есть вы переживаете легкую форму заболевания. То есть здесь этого бояться ничего не надо, потому что это все очень быстро пройдет. Оно может развиться на второй, на третий день, и бояться этого не надо. Как раз моя свекровь, которая получала спутник, после второй дозы, или как это называется, после получения вот второй дозы прививки, у нее вот возникла такая реакция, у нее поднялась температура, вот все то, что вы описывали. Через 3 дня все прошло. Но я боялась, что в этот период она является заразной. Нет, она не будет заразной, потому что вакцина как раз-таки она прекращает передачу инфекции. Она, смотрите, вакцина, когда вводится, вот, как я уже говорил заранее, да, что это самый наиболее эффективный инструмент по прекращению передачи инфекции. То есть, если вот возникла реакция после получения прививки, она вот даже температура, даже вот как вы говорите, это одышка, человек не заразен. Ну да, она считается не заразной, но на всякий случай, конечно, лучше заразиться. Но она не считается заразной. Но заразиться, заболеть человек может, ПЦР, если положительный, то в этот период он все равно является заразным. Если у человека ПЦР положительный, то болеет который? Да, он привился, но потом заболел, как наш, например, министр здравоохранения. Нет, ну смотрите, здесь ПЦР плюс будет и во время вакцинации, допустим, если вот вакцину получили, да, и сделали тестирование, да, то он все равно покажет, что у вас плюс. Потому что это имитация заболевания. Понимаете? Так, вот меня все-таки волнует вопрос. Наш министр здравоохранения, который он первым получил прививку, потом он заявил, что он заболел. Вот он был заразным в этот момент или не был? Меня это волнует не с точки зрения министра здравоохранения, а с точки зрения других людей. Да, просто, Наталья, такой вот провокационный вопрос задаете. Я просто на самом деле не знаю, как говорил министр и что он говорил. На самом деле для меня это тоже все это выглядит очень странно, единственное, я могу сказать, такое и все. Ну, конечно, мы же на нем наблюдаем действие вакцинации в течение, да, молодец, болел мало. Это плюс к вакцинации. Но изолировался он в своем кабинете. Это нормально. Вот нам как, вот если вакцинированный человек заболел, не дал реакцию, а заболел. Обычно изолируется дома, конечно же. Ну, человек... Он заразен? Заразен он? Человек, да, заразен. Заразен. Все равно. Все равно заразен. То есть нужно беречь себя и нужно беречь себя. Ну, дело в том, что, знаете, не знаю, вакцинировался он или нет. Вот не могу я так 100% сказать. Всех собрали нас, наш человек за кадром, который сейчас не виден читателям, он видел своими глазами, как, по крайней мере, вид был, показали, что вакцину сделали первым, он получил Синофарм. И заболел. Ну, бывает. Давайте все-таки вернемся к группе детей, беременных женщин. Сейчас детей. Сейчас ходят слухи, что обычный учебный год не будет возобновлен, пока учителя не будут вакцинированы, и детей тоже начнут поставлять. Насколько эти слухи имеют под собой знаете, мне почву? Сложно сейчас комментировать вот эти вот решения, которые предполагается предпринять, да, потому что на самом деле я не представляю там государственную власть, я не являюсь министром здравоохранения, но, конечно же, это будет все зависеть от поставок вакцин, потому что сейчас, как я уже говорил, ожидается все-таки поставка крупной партии Синофарма. Если, конечно же, мы сможем охватить, скажем так, организованное, да, население, то это будет очень большим прорывом вообще для нас, потому что
У нас крайне низкие показатели вообще вакцинации среди стран всего мира. Мы там в сравнении там, только с такими странами, которые являются ярыми антипрививочниками, которые там растут, которые живут под религиозными догмами. Вот на таком уровне мы сейчас находимся. Поэтому, конечно же, нам нужно переламывать эту ситуацию, и чтобы люди, конечно же, вакцинировались. И если у нас они примут такое решение, то я считаю его вполне нормальным, потому что... А сколько населения должно вакцинироваться, чтобы считалось, что это нормально? И вот уже... Ну, хотя бы половину нужно вакцинировать население, тогда можно уже говорить об какой-то элиминации вообще инфекции. Пока у нас... Половину всего населения или все-таки Нет, вот... я в контексте страны говорю. Нет, я понимаю, то есть мы должны там 3 миллиона или все-таки детей не считаем? Нет, всех считаем, то есть Всех все население хотя бы там, вот минимум 50% хотя бы нужно вакцинировать. То есть это практически все взрослое население Ну, должно да. вакцинироваться, если мы не вакцинируем детей, Да. потому что у нас-то большинство населения это люди младше 18 лет. То есть каждый из нас должен вакцинироваться для Каждый того, из нас чтобы... должен. Тогда мы можем так уже говорить о том, что мы можем победить эту инфекцию. А пока не будет этого процента. Смотрите, еще речь идет о том, что вакцинация это не только способ победить болезнь, но и способ контактировать с миром. То есть, что до тех пор, пока у нас не будет Конечно. достаточно процент вакцинированного населения, наши границы так и будут закрытыми. Вот сегодня уже говорилось о том, что нас просто вот так закроют, если нас будут считать рассадником. Это тоже так? Это правда? Или это тоже слухи и закрывать, мир конечно, не будет смотреть на то, сколько процентов у нас Нет, вакцинировано закрывать нас, население? конечно же, не будут, потому что страна мы все-таки открытая, демократичная, и мы все равно стремимся повысить этот уровень вакцинированных людей. Поэтому такого закрытия прям не будет, потому что кроме коронавирусной инфекции у нас другие заболевания есть, это тот же туберкулез, да, который тоже является опасным, серьезным заболеванием. Ну да, вот у нас тоже высокий уровень, но от нас никто не закрывается. То же самое происходит там в Пакистане, там, в других странах, да, то есть не в Таджикистане, допустим, та же самая ситуация. Какой-то не очень в нашу пользу да. сравнение. Да, не очень. Ну, я имею в виду страны, которые вот наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Вы же ведете туда, что мы туда вот относим. Вот. Мы сейчас по коронавирусной инфекции находимся где-то на этом уровне со своими 1,5%. Надо признать это уже. Но от нас закрываться не будут. Единственное, просто создадут какие-то препоны, как, допустим, в Евросоюзе там, не будут пускать без вакцины, либо не будут пускать без ПЦР-тестирования. Я к чему задаю этот вопрос? Просто вот в ситуации с гриппом, да, это только мое личное дело. Хочу вакцинируюсь, не хочу не вакцинируюсь. А в ситуации с коронавирусом это может отразиться на общем положении страны. Вот, то есть, если я не вакцинировалась, то это общее положение страны с точки зрения отношения внешних игроков. Но внешние игроки видят наше стремление на самом деле, что мы стремимся повысить этот уровень. Мы как государственный институт или мы как народ? Вот, вы не чувствуете антипрививочных настроений? Я чувствую, я их не то что чувствую, я с ними борюсь всегда. У меня очень много таких, скажем, кругов людей, да, которые являются прям ярыми антипрививочниками. Они там с пеной у рта доказывают о том, что это все там, как Бог тебя сделал, так и живи, якобы. Ну, это крайне неправильный подход. Но эти прививочники также не могут найти ответ на простой вопрос: а как мы тогда победили оспу? Как мы победили полиомиелит? Все. Вот эти вопросы моментально затыкают, и все, они просто уже не знают, что отвечать. Но это на самом деле так. Ответов они не смогут дать. Хорошо, вот смотрите, мы с вами поговорили о реакции, но пропустили осложнения. Какие бывают осложнения и сталкивались ли вот эти 1,5 вакцинированных процента в нашей стране уже с осложнениями или за ее пределами? Нет, с осложнениями пока таких не наблюдаем. Мы говорим только с вами о побочных эффектах вакцины, которые обратимы, да? А осложнения... Например, какие побочные эффекты? Ну, побочные эффекты, допустим, это повышение температуры тела. Нет, то это реакция. Ну да, побочные эффекты мы называем. А
Вот осложнения, которые бы усугубили бы, да, там, жизнь человека, да, такого то есть пока всё, нету, пока нет, не наблюдается. Волосы выпадать начали или память отшибла? Нет, такого нет. Или обоняние на... Нет, только побочные эффекты и все. Никаких не было. Никаких не было. Это хорошо. Вот вы говорите, что являетесь, боретесь с антипрививочными настроениями. Вот у вас сейчас прекрасная возможность обратиться к нашей достаточно большой аудитории и вот сказать, вот убедить людей, которые сомневаются и считают, что... Спасибо. Спасибо. На самом деле, уважаемые граждане нашей страны, бояться прививок не нужно, потому что, как мы уже говорили ранее, человечество так долго шло к этому, что благодаря усилиям этих ученых все-таки были разработаны эти вакцины, которые помогли нам победить все эти заболевания, которые мы перечисляли в начале нашего сюжета. Да? То есть та же оспа, тот же полиомиелит, тот же столбняк, краснуха, корь, их можно перечислять, гепатит Б в том числе. Да? То есть эти вакцины, не бойтесь их, потому что их начали применять еще в 18 веке. То есть это все было обнаружено просто экспериментальным путем, когда люди узнали случайно о том, что если там, помазать там, струпья, оспы, там, материалом от больного человека, то заболевание, как правило, протекает легче. То есть вот так вот люди научились изучать, начали изучать ее, и после этого вот выработалось такое учение, как иммунология, да, как вакцинология. То есть эти вакцины, они никоим образом не усложнят вашей жизни, и там вообще нет никаких чипов, вы должны просто это прекрасно понимать, потому что очень многие люди думают о том, что их чипируют, но это вот прям откровенный бред, потому что это просто обычная прозрачная такая жидкость, и все, никаких чипов там нет. Поэтому решение о вакцинировании вы принимаете сами на самом деле, но и будьте готовы к тому, что вы будете также тогда влиять на процент людей, которые вакцинировались. То есть вы будете представлять собой источник опасности именно для нас, для людей, которые уже вакцинировались. Поэтому прекращайте вообще думать даже о том, что вакцина это очень плохо. Итак, мы со своей стороны должны хотеть вакцинироваться, а государство со своей стороны все-таки должно обеспечить нас вакциной, когда это произойдет. Можно более вот эти... Я просто уже очень давно слышу и публикую новости о том, что в скором времени. Вот в скором времени это когда? В скором времени, вот буквально недавно только я разговаривал с людьми, которые вот, участвуют в работе штабов этих. У меня, к сожалению, вот такая вот информация. Вот они мне сказали, что это прям скоро-скоро, скорее всего, в этом месяце. Вот так вот сказали. Точных дат я сказать не могу. Ну, в любом случае, как только вакцина поступит в страну, естественно... Бояться ее не нужно, нужно просто идти на этот сайт, регистрироваться и получать эту вакцину. Но, опять же, я говорю, даже если вы заболеете, что не исключается, то самое главное, вы не попадете в реанимацию, в которой мест просто нет. А сейчас уже нет мест? Ну, их крайне мало. Давайте подождемся вакцины, провакцинируемся, может быть, тогда... И, может быть, тогда мы вернемся к миру до коронавируса, до пандемии, все будет как прежде. Спасибо вам большое, я надеюсь, что мы убедили читателей, слушателей, подписчиков «Кактус Медиа». Если у вас остались вопросы, пишите, мы их обязательно адресуем Эльдену Колчакееву, консультанту городского управления здравоохранения, он ответит на них дополнительно. Мы будем держать вас в курсе, как только появятся дополнительные партии вакцин. Естественно, у нас есть вся информация о том, где вакцину можно получить прямо сейчас. И, как видите, ее может получить каждый желающий. Не нужно ждать, когда вам исполнится 65 лет. Да. Спасибо большое, что вы были с нами. Будьте здоровы, не болейте. До встречи. Спасибо, до свидания.